Добрый вечер, дорогие телезрители! В нашей стране проходит всероссийская акция по профилактике абортов на тему «Подари мне жизнь». И в связи с этим мне хотелось бы поговорить о вопросах планирования семьи как об одном из важнейших элементов охраны здоровья женщины, матери и ребенка. Известно, что каждая вторая женщина в мире не хочет больше иметь детей, а прерывание беременности, слишком частые роды, ранние роды, поздние роды оказывают вредное влияние на состояние организма женщины. И поэтому планирование семьи – это рождение только желанных детей. Следует рассматривать как неотъемлемое право каждой женщины на сохранение своего здоровья, здоровья настоящих детей и будущих детей. Планирование семьи – это комплекс медико-социальных мероприятий, позволяющий предупредить нежелательную беременность, обеспечить оптимальные интервалы между родами с учетом ее возраста, состояние здоровья, количество детей в семье. То есть предупреждает слишком ранние, частые и поздние роды. Нормальное функциональное состояние репродуктивной системы – это показатель здоровья женщины. Естественно, что здоровая мать может иметь только здорового ребенка. Всех женщин репродуктивного возраста можно разделить на три группы. Первая группа – это здоровые женщины, которые могут забеременеть, хотят и рожают. Вторая группа – это также здоровые женщины, которые также могут забеременеть, но не хотят, не рожают и продолжают жить половой жизнью. И по этой причине заболевают инфекциями, передаваемыми половым путем, делают аборты. И плавно переходит с этой группы в третью группу. Это женщины, которые не могут забеременеть по причине постабортных последствий. Аборт, можно сказать, что это единственная операция, которая делается при отсутствии заболевания и наносит вред здоровью женщины. Осложнениями абортов является в первую очередь, во время операции самой. Это разрыв шейки матки, это кровотечение, это перфорация стенки матки, разрыв стенки матки. В дальнейшем это воспалительные заболевания женских половых органов, это преждевременные роды, это невынашивание беременности, это внематочная беременность, бесплодие, дисфункция яичников, нарушение менструального цикла. Одним из самых грозных осложнений абортов у нерожавших женщин это увеличение риска развития рака груди. К сожалению, это относится и к нерожавшим женщинам, которые тоже беременность закончилась самопроизвольным выкидышем. Говоря о профилактике и последствиях абортов, нужно затронуть и психологическую сторону этой проблемы. Следует учесть тот факт, что эмбрион – это есть отдельное человеческое существо со своими отдельными личными характеристиками. Так, например, к 5-й неделе уже ощущается первичная пульсация уже однокамерного сердца. 4-камерная уже к 9-й неделе формируется. 7 недель еще у нерожденного ребенка фиксируются мозговые импульсы. У маленького человечка уже полностью формированные внутренние и внешние органы. И исходя из всего сказанного, хочется предложить вывод доктора Эрнста Ханста. Это оплодотворенная яйцеклетка. Это не просто клеточная масса без своих особых собственных характеристик. Она на этой стадии не похожа на бутон цветка. Она и тем более не похожа на зародыш животного. Это полное и абсолютное проявление жизни человеческого существа. Таким образом, в аборте убивается человеческая жизнь, которая стоит еще наиболее на ранней ступени своего развития. В заключение мы приходим к такому мнению, что беременность лучше предупредить, а лучшей профилактикой абортов является грамотное планирование семьи и использование методов современной контрацепции. В нашей стране отношение к методам контрацепции, особенно гормональной контрацепции, остается настороженное. Поэтому больше половины наших женщин
они предпочитают традиционные барьерные противозачаточные средства. К таким относятся механические, химические средства с локальным действием, это влагалищные диафрагмы, это спермициды, это презервативы. Также в эту группу можно включить и метод периодического воздержания в середине менструального цикла, перед-постовуляторный период. Также метод прерванного полового акта, что нельзя считать физиологическим как для женщин, так и для мужчин, потому что это малоэффективный способ и предупреждает только каждую третью-пятую беременность. В наше последнее десятилетие очень развита именно в странах Европы и Запада гормональная контрацепция в силу высокой эффективности, обратимости и наличия неконтрацептивных лечебных эффектов. И получает очень большую популярность. К таким контрацептивам относятся оральная контрацептива, инъекционные препараты, импланты, также влагалищные кольца, внутриматочные средства. Наименее распространенным методом планирования семьи, который является необратимым и самым эффективным, это добровольная хирургическая стерилизация, к чему прибегают крайне редко. В заключение своего выступления мне хотелось бы сказать, что аборт – это не метод контрацепции, и это не является нормой. Это просто выбор женщины, которая не хочет, не желает брать на себя ответственность. Мы живем в современном мире, где каждая беременность должна и может быть запланированной, а никак и ни в коем случае не должна заканчиваться убийством. Не лишайте себя радости материнства, берегите свое здоровье. Спасибо за внимание.